Дорогие друзья, мы начинаем серию программ, посвященных замечательной, удивительной поре подготовки к Новому году, когда под бой курантов в 12 часов 31 декабря за столом соберется вся семья, и мы будем желать друг другу всего самого-самого наилучшего и с новыми надеждами встречать Новый год. Друзья, сегодня поговорим о современной традиции подготовки к Новому году, а именно вот с детьми. Как сделать эту пору совершенно волшебной для наших деток. Спикером нашей программы сегодня будет Мария Соловьева. Это многодетная мама. Она сейчас находится в декретном отпуске и занимается очень интересным делом, с которым спешит поделиться вот с нами секретами вот этого дела. Она все раскроет, расскажет. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Ну что, адвент-календарь – это современная традиция рождественская. Да. Адвент-календарь у нас вообще с латинского означает «идет, приближается». То есть календарь – это волшебное ожидание Нового года. Дети вот каждый день открывают по одному пакетику, и они вот визуально видят, как уменьшаются пакетики, тем их меньше становится, тем ближе у нас Новый год. Они вот так вот понимают. То есть, по сути, адвент-календарь – это некий такой вот, ну, скажем, своего рода план действий подготовки к Новому году. И так в каждом, ну, скажем так, вот числе спрятано какое-то задание. И плюс какой-то сладости, сюрприз. Да, сюрприз, маленькие призы, сладости, то, что любят дети. Я вот делаю адвент-календари, именно готовые такие. Тем самым я помогаю родителям, которые вот не успевают сами подготовить. Они у меня берут, и уже им нужно только повесить. Там, докупить сладости, эти мелкие игрушки, то, что любят их дети, все положить в пакетики и либо повесить вот так, либо так разложить по полочкам. То есть, друзья дорогие, адвент-календарь, он существует. Можно его купить, конечно, в магазине, можно заказать по интернету, но действительно сейчас время уже как бы, знаете, поджимает, и обычно адвент-календарь создается на месяц. Да? Да. На месяц, и когда действительно каждый день, каждое новое число ребенок открывает для себя вот это вот число, отсчитывает дни до заветного праздника, главного праздника года, ну и выполняет какое-то небольшое задание творческое, которое придумают ему родители, и которое по силу ребенку вашему, допустим, это все отталкивается от того, сколько лет вашему ребенку, да? Да. То есть чем меньше малыш, тем, соответственно, нужно рассчитывать задания, те, которые сможет выполнить ваш ребенок. Наши или с помощью адвенты именно я делаю так, чтобы в основном меня берут те, у кого двое и больше детей. Получается, ребенок, например, старший уже читает, а младший не читает. Поэтому я делаю задания смешанными, чтобы некоторые знания смог выполнить ребенок 4-летний, а другие там 6-летний, 7-летний, которые умеют уже писать, читать. То есть они смогут прочитать послания, задания. Но адвент-календари выполняются из самых различных материалов. Это могут быть и домики какие-то, да, в виде домика, окошечки. Шоколадками, которые в картонках. Да, а можно самим сделать, да, в виде мешочков, то есть с кармашками. То есть в виде елки какой-то там и украсить там, может быть, повесить корягу какую-то, да, ветку, и повесить мешочки какие-то, допустим. Можно просто взять носочки рождественские, да, и по каждому числу положить вот эти задания и какие-то сладости или там какие-то игрушечки маленькие для своих деток. Ну, а вы предлагаете адвент-календарь в виде вот таких крафтовых пакетиков. И эти пакетики можно разместить вот у себя на стене. То есть это самый такой вот, ну, скажем, не то что бюджетный, но самый оптимальный, очень оперативный, скажем, способ, да, организовать вот этот вот адвент-календарь на весь декабрь для своих детей. В комплект у нас сразу идет вот
пакеты, Мгм. 31 штука. Из крафтовой бумаги. Да, из крафтовой Это вы бумаги сами все печатаю. создаете или вы где-то Это я все заказываете? сама печатаю. Сами Да, печатаете. всё сама печатаю, Мгм. пакетики покупаю. Мгм. А, Плюс к ним делаю, тут всего Карточки. 30 30 пакетиков. 31. Мгм. А карточки с заданием 36. То есть я даю возможность родителям выбрать, там, например, какое-то задание им не подходит, они могут это убрать. Мгм. Они из 36 выбирают 31. Мгм. Сами Ну, например, подходящие. какие задания? Ну, например, вот про дракона. Знаешь, что 2024 год, год дракона. Давайте раскрасим главного символа года. Это для задания для малышей. И вот эту раскраску я сразу же прилагаю Мгм. дракошу. Да, и то есть с ребенком вы садитесь, и ребенок вечером, допустим, да, Да, можете когда вы сидеть пришли и с работы, ребенок с садика, и вы вместе открываете вот это вот число. Да. Или же утром ребенок, ну, если есть время, да, он может Утром, ознакомиться да, с заданием, это как лучше лайфхак, все-таки. лайфхак для родителей повесить. И вот дети же утром не просыпаются в садик, в школу, да? Вот если повесить адвент-календарь, они прям сразу С огромным просыпаются. удовольствием, Да? да, потому что, да, еще один новый Желание. день, да, приближается Сразу Новый открыть. год, и Ага. там что-то такое вот сюрприз какой-то. Да. Задания я тут включила. В основном бывает вот стандартные задания. В интернете их куча. Стандартные такие как написать письмо Деду Морозу, украсьте комнату, там, слепите снеговика, испеките печенье и так далее. Может Я- быть, прибраться, да, вот, всё какие-то разные и бывают. практического А я такого вот плана делаю задания. именно смешанные. Так. Делаю стандартные у меня тоже есть. Плюс к этому есть вот творческие, там раскрасить, собрать пазл, там оригами сделать дракоши. И плюс к этому я еще делаю, добавляю задания логические на логику. Ну, например? Например, такие вот разные зашифрованные. Послание Послания, зашифрованное. И ребенок должен подумать, да? Да, тут надо думать и решить. Ну, например, вот, да? Вот, да. Поиграем, отгадайте, что тут зашифровано, и получите приз. Вот. То есть здесь нужно будет немножечко подумать, да, и вот из этих букв как-то их поменять местами, да? Тут лишние буквы. Тут надо вот убрать английские буквы и эти числа. Числа Тогда убрать, да? выходит слово шкаф. То есть в этом пакетике будет только вот это задание без приза, а приз будет в шкафу. Вот понятно. эту идею мне подал мой сын старший. Он вот когда в один вечер он спросил: ты будешь нам делать адвент-календарь? Я говорю ему: да, сделаю, конечно. И он сказал: давай сделать необычный такой, ну чтоб вот пришел, открыл, взял, скушал. Я Это не как-то хочу, скучно. да, это скучно. Давай с заданиями, чтобы мы выполняли и искали, и чтобы потом уже найти там уже приз. Вот отсюда и пришла идея, и начала вот добавлять такие задания. А с какого года вы сами начали создавать в своей семье адвент-календарь? Я с 19-го года. С 19-го года, вот, а тогда старшему ребенку сколько было? Ой, старшему тогда было 7. А сколько у вас деток? Трое? 4. Четверо. И вы для всех создаете один адвент-календарь, и они все вместе Да. должны сделать какое-то, выполнить задание. Они младшие там ждут, когда старший решит, и там, когда он говорит: шкаф, все, они побежали Да, сразу. и все побежали в шкаф. Да, представляете, сколько эмоций, сколько потом воспоминаний остается у детворы вот, об этой чудесной поре подготовки к встрече Нового года. Ну что, родителям, что бы вы еще посоветовали, если, допустим, вот не воспользоваться вашей, там, допустим, да, услугой, вы же услугу предоставляете, то есть те родители, которые очень заняты, много работают, и тем более это конец года, все подводят итоги, конечно же, все работают, как говорится, в двойном таком вот режиме, да, в таком ускоренном, поэтому некогда заниматься совершенно вот такими вот делами. Это не рутина, конечно, но все-таки отнимает какое-то время именно сесть, подготовиться, подумать как-то. А можно просто взять и обратиться к Марии, да? Да. И она вам все это приготовит и отправит. Но
те родители, которые обладают каким-то временем, самым роскошным на сегодня, так сказать, Могут сами да, сделать. время действительно, да, если вы располагаете временем, то можно, конечно же, все это подготовить самим. Но что бы вы посоветовали родителям, которые берутся за это дело? Для начала вот именно здания сделать такие, которые вот именно По силу да, ребенку, их детей, по да, возрасту. по возрасту. Потому что ребенку, если там слишком сложное, ему быстро надоедает. И не надоедает, во-первых, мне кажется, да, а еще ребенок потом теряет веру в себя, что ли, да, Что не смогут не сделать. сможешь, да, это сложно, и как-то это немножко омрачит этот праздник, да, праздничную вот эту атмосферу. А нужно постараться, чтобы было и полезно, и Да. приятно. И вот это такое высказывание, так сказать, адвент-календарь. Надо помнить, что адвент-календарь – это не развивашка, а развлекашка. Все-таки, Да. да? Вот вы так считаете, Да, да? я так считаю. А можно совместить, чтобы ребенок и развивался одновременно, но и развлекался? Вот. Включены С помощью вот с помощью таких вот заданий, да. заданий на логику. То есть такие вот загадки. Конверт или там этот Шапка. мешочек, и Мешочек. какие сладости закладываете? Сладости я докупила. Ага, вот 17 число. Пока- вот они уже с этими Они уже с заданиями. цифрами. Они Я уже покажу заданиями? просто этот. Мгм. Тут у нас пакетики с 1 декабря по 31. Тут нужно выбрать задание. И вообще мы рекомендуем на первые, второй, в первых числах положить именно задание написать письмо Деду Морозу. Это чтобы у родителей было больше времени поискать подарок. Потому что они там напишут И они то, что кладут- невозможно А найти. куда они кладут? Пакетики. Должны в пакетик вложить, да? Да, я сейчас То есть найду. вложить вот это свое письмо в этот пакетик. Ну, послание для родителей. Вот это задание, сейчас я найду. К этому заданию у нас сразу же прилагается конверт. Сразу с адресом Деду Морозу. Тут пишет от кого, откуда. И тут есть бланк письма. То есть все подготовлено. Да, уже полностью готово. Так, а если Не нужно ребенок, отдельно допустим, покупать. не умеет писать, Если он должен ребенок нарисовать? не умеет, да. Если он не умеет Еще читать, писать. Вот, есть То есть- другой бланк письма, где вот написано: «Здравствуй, Дедушка Мороз, писать я еще не умею, поэтому я нарисую свои пожелания». И то есть он здесь рисует свой Он здесь подарок, рисует да? свой подарок, что он хочет. И вот это они отправят, положат на почту, потом родители это заберут. То есть, в смысле, вы идете прям в почтовое отделение, отправляете на почту или, или вы берете и говорите, что я вот, дорогой мой, пойду вот на работу Да, и да. загляну Но если они- в главпочтамт и отправлю Да. вам послание. Если они с нами пойдут, отправим, то мы же обратно не получим уже. Не узнаем, что они там Ну, то есть тут загадали. немножко нужно как-то Да, схитрить, тут да? надо схитрить. Чтобы понять вот это вот послание, что внутри, что ребенок хочет. Нам же важно знать. Даже если ребенок еще не обучен грамоте, да, какой-то, ну там, допустим, садиковский возраст совсем, не беда, он действительно может все это нарисовать, ну, свое пожелание, написать. да, что он хочет Обычно видеть. рисуют игрушки, которые они Игрушка, хотят. да, конечно. Такие там куклы, робот. Вот. Пора Так. написать письмо Деду Морозу. Это Обычно, вот первое число, да, то есть на 1 декабря второе, чтобы лучше. было время у родителей поискать этот подарок. Вот. Ложат вместе с этим. Ложат. Мне кажется, от этой игры вообще, да, от этого календаря, больше всего удовольствия наверняка получают родители при подготовке вот этого Да. адвент-календаря. У нас вот в комплект сразу идут маленькие такие Прищепочки. прищепки деревянные. Мы их либо, ну, как вот эти, можем либо поставить, либо повесить.
джутовая веревочка у нас тоже прилагается. Это можно вот как вот елочку вот так вот сделать, либо просто так вот. Либо на елку, либо импровизированная какая-то елка самим придумать, да? Да. Вот некоторые вот так можно вот вешают. использовать даже плечики. Да? Да, то есть все, что, как говорится, есть в доме, под рукой, что можно приспособить, если нет елки, если, допустим, нет там вот такой вот гирлянды, где можно вот на каждую вот эту вот нить повесить, да, несколько мешочков. То есть вариантов множество, это просто нужно как-то приложить. Это уже от фантазии зависит. Да, и фантазию, и создать какую-то там, не знаю, ревизию у себя в доме, да, что есть, что имеется. Есть еще вот такие вот задания, где QR-код, Так. где инструкция тут есть. Радужная гирлянда из бумаги. Они будут это делать. Вот такие задания, которые вот сделайте гирлянду, там. То есть вырезать QR-код, снежинки. это они, вы создаете сами QR-код, да? Нет, мы Нет. готовые берем. А, вы готовы берете. Понятно. То есть они переходят по ссылке и там читают задание, что нужно выполнить, нарисовать или там Как вот, изготовить. да, как делать радужную гирлянду, и они вместе смотрят видео и делают. Вот такие задания нужно лучше ставить перед тем зданием, где вот нужно украсить дом, чтобы подготовить вот заранее вот эти заготовки, снежинки там, вот эти гирлянды, потом уже в какой-то день поставить, уже нарядите, украсите дом. То есть вот эти задания, они как раз, скажем так, организуют, да, семью на подготовку к Новому году. То есть одновременно это не только приятная какая-то вещь, которую получает ребенок, да, в подарок, это и практически такой смысл преследуется. То есть какой-то вечер семья действительно сидит, вырезает снежинки там или изготавливает гирлянды, чтобы украсить дом к Новому году. У нас вот тут даже предоставляем, как нужно вырезать, чтобы получилась вот та или иная снежинка. Вот. То есть инструкция. Да, И ребенок уже, посмотрите, смотрит, очень делает. много. Я вообще ни одной снежинки вырезать не умею. Оказывается, их так много, посмотрите, вот сколько. Целая инструкция. Да. Очень хорошая инструкция, кстати. Вот. И получается, снежинки очень разные все, очень красивые. А бумага, то есть родители сами должны позаботиться, там, салфетки либо какие-то, либо вот та же бумага, вот, да, А4. Мы вот предоставляем только вот такие вот. Вот тут, например, история про Деда Мороза, как его называют в разных странах. Они вот это читают, и в конце вот есть. Было интересно, теперь найдите спрятанные буквы. Они же, когда будут читать, не заметят. А вот когда вот это прочтут, вот, видите, они внимательно, да. И когда вот это все соединят, выходит зеркало слова. Значит, подарок спрятан. То есть подарочек спрятан, да, где-то в районе зеркала. Да, они бегут туда уже. Есть еще... Ну, это тоже, это на какое число можно? Это тоже можно где-то в начале или в любое? Любое можно уже, по своему усмотрению. Есть вот такие, как нарисовать дракона, уже пошаговая инструкция. Да. То есть вот символ года, да, год дракона, у нас зеленый. же год дракона, да, зеленого причем, да, то есть пошаговым. Ну, а если это будет другой год какой-то, да, ну, соответственно, можно. Ну и не только дракона, можно и вообще любую зверушку, да? Без разницы. Тут уже загадки тоже включены уже. А вот эти загадки, в какое время их включать? Где-то тоже в любой Это день, тоже да, в любой в середине, день, без там, разницы, допустим, да. месяца, ну или в начале, в общем, друзья, все-таки адвент-календарь – это про организацию истории, да, поэтому в начале мы организуем, да, сначала письмо Деду Морозу, чтобы выяснить вообще пожелания, чего желает ребенок. В начале также мы украшаем наш дом, готовимся, вместе с детьми изготавливаем гирлянды, снежинки, ну, в общем, да, вот это игрушки рисуем, может быть.
А вот смотрите, здесь вот найди и посчитай. Это здесь тоже опять задание. новогодняя такая история совершенно. Снеговики. Это уже игра на внимательность. Вот Так. внизу написано, нарисован снеговичок, и их 2 штуки. Они вот тут должны найти двоих таких. Они тут вместе все сидят и находят, играют. Да, то есть и тем самым они вот, ну скажем, развивают навык внимательности, да? Усидчивость. Мгм. Ко всему, вот в адвент-календарях у меня сразу есть инструкции для родителей. Что тут включается, как нужно сделать. И вот можно вот так вот повесить, Да, и поставить, в виде просто ёлочки. примеры, как можно Да. организовать вот этот адвент-календарь, в каком виде. Как раз здесь все очень Да, хорошо, вот здесь нарисовано. вот и показано. Но на самом деле, действительно, каждая семья уникальна, Да. у всех добра разного много, поэтому можно как-то по сусекам поскрести и придумать что-то, может быть, свое. Как организовать этот адвент-календарь. Главное, мне кажется, чтобы этот календарь был, скажем так, доступным, да, для ребенка. То есть на уровне его роста или как. А я Но вот смотрю, если вот у вас, детей- у вас висят достаточно высоко. Потому что у меня есть маленькая дочка. 2 совсем годика. маленькая. Вот она, если узнает, что тут конфеты, все. она все, сразу все снимет. То есть самый старший ребенок, который может дотянуться, вот Вот, да, у него, лучше. как говорится, право открыть каждое число. Но мы по очереди делаем, чтобы никто не обижался. Открываем Понятно. по то есть, очереди. Если не достает, то стульчиком. понятно. А в какое время, кстати? Ну вот утром вы сказали лайфхак очень интересный, кстати, да, очень полезный, потому что, ну, не все детки с удовольствием огромным утром Да. просыпаются, поэтому, да. Ну, а все-таки выполнять задания, конечно, утром некогда, и ребятишки приходят, а у них нет такого же, вот они сладости уже получили, допустим, и вечером им уже лень там, ну, выполнять задания. Мои вот именно копят. Если вот не успевают, то ложат в другое место, потом приходят и в свободное Кладут. время уже делают. И потом вынимают вот эти Да. задания, И да? я им всегда говорю, вот если не выполняете задание, то вы же написали письмо Деду Морозу, и вот Дед Мороз тем, кто не выполняет, подарок не отправляет. Понятно. То есть и ребята, вот есть условия, да, которые нужно выполнить. И ребята возвращаются к выполнению этого задания. Да. То есть это на тот случай, если родители, допустим, впервые вообще сталкиваются с этой традицией и хотели бы также адвент-календарь поселить у себя в доме, да, ну пока детки маленькие. Тут у меня список всех заданий. Это как шпаргалка для родителей. Тут все задания, тут решение, как это решается, и ответы. Вот я Ну, показывала например, уже, да, вот. например, вот в начале какие задания? Например, первое, написать письмо Деду Морозу. Это можно в любом порядке. В общем, положить. это инструкция, Это да. просто общий список. Не надо смотреть на нумерацию, я это сама разброс делала. Ну, про письмо мы уже говорили, а еще какие там пожелания родителям, поставить чтобы они дома смогли елочку. учесть. Тут есть вот, например, вот где пазл вот собирают. И вот в пазле за дракошами прячется микроволновка. Они вот это должны собрать. Вот так. Собирают. То есть И взять должны какую-то найти- картинку, распечатать, да, можно? Ну, можно. если на предмет того, что это мы если говорим, сами. если сами Да. родители создают вот этот адвент-календарь. Дракоши, потому что у нас год дракона приближается. Так. Вот сзади них стоит микроволновка. Дети видят что-то микроволновка, значит подарок в Где? микроволновке. В микроволновке, И они допустим. бегут туда. Вот тут уже вот ответы я написала. Микроволновка, там зеркало в заданиях. И эта шпаргалка сделана для того, чтобы родители не путались и не забывали жить подарки. А то вот ребенок Да, найдет там отгадал, микроволновку, да. и тут раз, Побежал, а а там подарка пусто. нет. Вы представляете, каково разочарование? Поэтому лучше тут
отметки делать для себя, в какие дни вы запланировали, какие задания. Вот эти адвент-календари мы еще продаем в электронном варианте. То есть вот весь этот материал я отправляю на электронную почту заказчику. Это хорошо для районов, которые вот не могут физически подойти и купить у меня их. Я им отправляю. И в электронном виде они уже сами себя распечатывают. Да. А вот эти вот... Вот я пример распечатала. Допустим, Вот задание, например, я печатаю их в крафтовой бумаге, да. Если их печатать на обычной, может будет вот такой вот. Их нужно вырезать. А вот эти конверты, это тоже их можно Это распечатать, конверты, да? да. Это так как в районах иногда вот сложно найти тот же конверт, тот же пакет, да, поэтому я им отправляю сразу, и они вот это вырезают и вот склеивают. А вы отправляете как тоже электронно, да? Электронно. Ну, то есть родителям здесь придется немножечко, Да, если тут это уже немножко надо где-то в деревне, поработать. допустим, где нет возможности приобрести. Вот так. Клеит, и все. А пакетики, например, тоже, если вот я их сразу напрямую печатаю в пакетиках, да. Если распечатать вот все это, я отправляю. И если распечатать на А4, он выйдет вот так вот. Его можно вот так склеить. То есть И пакет тоже бумажный получится будет. пакет бумажный. Когда не нужно будет искать вот такие пакетики. Вот дети, они все очень любят сюрпризы. И как вот однажды мне сказал один мой племянник, сказал моему сыну, когда я им устраивала квест, квест я тоже делаю по поиску подарков. И когда они вот это проходили, он сказал: вот, повезло же тебе с твоей мамой, наверное, с ней весело жить. Ну, в общем, дорогие друзья, сделать вот такую атмосферу и вообще подарить детям действительно предпраздничное настроение, вообще самим окунуться вот в эту предпраздничную суету. Это вообще прекрасный способ, но с помощью вот этого вот адвент-календаря, создания такой замечательной вещи.